Друзья мои, не стесняйтесь, пожалуйста, пересядьте в первые ряды. У нас свободен целый первый ряд для вас. Особенно вот с Камчатки. Сейчас Екатерина Леонидовна займет у нас в первом ряду одно место и подтянет еще кого-нибудь за собой. Я пока небольшое рекламное объявление сделаю. Сегодня вы можете приобрести книгу «Дорога к Белому берегу», сразу получить автограф. Вот у нас Светлана Семеновна стоит возле книги, любезно предоставлена в Коме республиканской типографии. Ну что, я начинаю. Добрый вечер уже, дорогие друзья. Приятно всех вас видеть в нашем зале. Наш фестиваль «Алая лента» набирает обороты. Сегодня и в Печоре, и в Ухте проходят мероприятия фестиваля, проходят встречи с писателями. И здесь у нас тоже очень приятная встреча с Андреем Макаровым, автором книги «Дорога к Белому берегу». И пройдет она в необычном формате, в формате дискуссии. И давайте я представлю гостей наших. Простите. Мария Вячеславовна Кузьбожева, государственный и общественный деятель, член президиума общественного движения Коми Войтер. Все знают Марию Кузьбожеву, наверное, как экс-министра культуры, да, Республики Коми. И не один десяток лет она посвятила работе с подрастающим поколением. Прошла путь от обычного сельского учителя, да, до директора гимназии искусств при главе Республики Коми. Анна Викторовна Чуракова, хорошо знакома нам, генеральный директор Коми республиканской типографии. И поскольку она является попечителем нашей библиотеки, ни одно значимое мероприятие не проходит у нас без ее присутствия. Тоже не случайный человек сегодня. И Григорий Иванович Спичак, тоже, я думаю, не нуждается в особых представлениях. Это российский писатель, журналист, член Союза писателей и журналистов России. И в очерках и литературных произведениях он много внимания уделяет жизни таких же лесных поселков, какой описан в романе «Дорога к Белому берегу». Ну и Андрей Викторович Макаров, автор книги. Меня зовут Галина Паташова, я представляю Национальную библиотеку Республики Коми. Я тоже присяду, чтобы не нависать. Мы начнем с вопросов нашим гостям, а потом во второй части у вас будет время задать свои вопросы, приобрести книгу, получить автограф автора. И давайте я не буду задерживать. Сразу же начну с первого вопроса. Всем известно, что в детстве закладываются основы характера человека, да? И каждый читатель, наверное, читая эту книгу, обратился к своему детскому опыту, сопереживая главному герою. Скажите, а ваше детство как повлияло на формирование вашей личности? Возникло ли у вас ощущение сходства вашего детства с детством героя книги? Расскажите вообще о ваших впечатлениях, как проходило взросление в романе и как оно проходило у вас. И я предлагаю начать Марии Вячеславовне. Это включено, да? Здравствуйте все еще раз. Видяоланнед. Буррытьянлы. Я могла бы сказать, что очень много общего с героем, но с героем самим надо определиться, кто есть главный герой.
Поэтому я вот хотела сослаться на мнение Григория Ивановича о том, что главный герой в этом романе – это время. Я очень долго думала над этим, как это, почему время? Есть же мальчик, Витя, главный персонаж. А потом согласилась, потому что через мальчика Витю, проводника этого времени, происходит у нас знакомство с разными временами. Время, оно то сжимается, то растягивается. Оно очень странно себя ведет в этом романе, уводит нас в разное место, к разным людям. И применяя это к себе, конечно, каждый из нас сравнивал вот тех героев, которые встречаются, не только центральный персонаж, но и других героев, которые встречаются, сравнивал с теми людьми, с кем пришлось по жизни нам встретиться. Мое детство деревенское, и оно очень счастливое, несмотря на то, что я росла с бабушкой. У меня не было ни матери, ни отца. С 9 лет так получилось. Меня бабушка воспитала, никому никуда не отдала, хотя ей тоже лет уже было немало. Но это было очень счастливое детство, потому что вся деревня меня любила, всей деревней меня кормили, обшивали, в гости приглашали, в бане парили, несмотря на то, что я вшивая была. Детство было очень счастливое, и людей разных мне повстречалось много в моем детстве. И вот опять же, много хороших людей, которые сформировали. Наверное, если бы не такое детство, если бы не такое общественное участие односельчан моих, для которых я была как родная, и они мне все до сих пор родные в моей деревне Кужба, хотя там, в Усть-Куломском районе, деревня Кужба, село Кужба, хотя там уже поколения поменялись, и мало есть таких людей, которые меня помнят девочкой, но тем не менее, они остаются все, даже в новых поколениях, очень родными. И, наверное, это повлияло на то, что я стала учителем. Потому что у нас была очень добрая маленькая школа, очень близкие отношения учителей и детей, очень добрососедские отношения со всеми. И особенно, конечно, в деревне всегда было и остается так, много бабушек и дедушек, старшего поколения, как принято теперь говорить. И оказывается, это совсем даже не обязательно, чтобы в твоем счастливом детстве были любящие папа и мама, если есть бабушки. Их любви хватает, чтобы заменить любовь всех недостающих членов семьи. Вот так было в моем детстве. Но поскольку вот про время затронули, то я еще хотела сказать, Григорий Иванович, конечно, умеет это делать очень художественно, но вот я проще скажу, тоже не случайно, наверное, так получилось, что приняв предложение принять участие в этой дискуссии, я стала читать книгу, и вот «Параллель времени». До этого я прочитала Федора Абрамова. Вот не случайно. Федор Абрамов, поэт российской северной деревни. Только-только закончила, и потом приступила к чтению «Дорога к Белому берегу». Только-только закончила «Дорогу к Белому берегу», прочитала Петра Столповского «Дорога стального цвета». И вот как-то вот переплетение времени во всех этих 3 произведениях мне показалось настолько символичным, настолько близким и родным, и персонажи пересеклись, и времена пересеклись, и пирожок, вожделенный пирожок, жареный с повидлом за 5 копеек, которых не было 5 копеек, чтобы осуществить это желание у героя Петра Столповского. И те страдания и голод, которые выпали на бабушек и дедушек, на бабушку с дедушкой мальчика Вити в книге Андрея Макарова, и то, как переживали по-разному очень время
перехода от колхозного строя к совхозному, вот это время моего детства, из колхозов в совхозы, моего детства, в романе Федора Абрамова. Вот перекличка, пересечение этих времен через разных персонажей, да, Григорий Иванович, это главный герой и этого романа. И я считаю, что это очень хороший писатель, раз можно поставить молодого писателя Андрея Макарова в один ряд с Федором Абрамовым и Петром Столповским. Вот я поставила в один ряд. Так получилось. А давайте Григорий Иванович тогда продолжит, а потом мы Анне Викторовне дадим слово. Ну, я Андрею уже говорил, что на самом деле все герои в его романе узнаваемые, они все у меня есть. Ну, Андрей уже почитал, наверное, тоже. Да? Собственно, любой персонаж возьмите, я писал об этих людях. Вот. Но как Андрей моложе меня там, на 15 лет, так и я героев этих видел на 15 лет моложе. Это были люди еще совершенно с другим порохом в душе, совершенно другой, еще более обнаженной болью. Это рваные судьбы вышедших из лагерей, бывших на поселении, те, у которых боль еще была близка, да, которые еще не потеряли часть родственников, а потом разрыв происходил. И поэтому, как вот говорит Мария Вячеславовна, но она, так сказать, сравнивает с другими произведениями, а я вижу как бы в книжке эволюцию своих собственных героев. Да? И вот я их помню, я их выписывал сравнительно молодыми, там, 35-40-летними, а Андрей выписывает уже 60-летними. Да? И получается, для меня это как бы узнаваемые персонажи. Вот. Может быть, даже главный вопрос. Я вообще не мог долго приступить к книге. Андрей мне ее передал, и что-то, какая-то суета у меня была. Может быть, сезон был как раз начало лета. Я помню, думаю, в деревне почитаю. Ага, в деревню приедешь, там работаю, завались, и читать было некогда. Но в конце концов я за книгу взялся, и вдруг в деревне понял, думаю, почему я не могу ее читать? Да потому что выглядываю в окно, а там то, что в книге. Опустевшая деревня, да, заросшая. Вот. И я тогда впервые задал вопрос, я вообще хотел рецензию, про которую вы говорите, Мария Вячеславовна, я хотел рецензию писать немножко методом от обратного. Если есть дорога к Белому берегу, то надо задать вопрос, а какой был путь от Белого берега? То есть от Белого берега, куда пришли герои? Пришли те, которые ушли из этих поселков. И Белый берег-то за окном. Эти вот белые наши улицы, белые наши дома. Каждый персонаж есть в отражении архитектуры нашего общества. Ведь оттуда вышли и стали частью наших городов и немцы, и корейцы. И мы отражение этой корейской жизни и корейского дзена этого видим в современных практиках там, да, и в современном образе жизни. Мы видим тех же любителей авто, любителей разобраться в технике, да, в современном мире, в современных городах. То есть получается, из маленьких поселков произошла гигантская проекция на наши города. Они не исчезли, они стали нами, они стали в нашем мире. И это повод заглядывать в книгу еще раз, и находить вот эти вот истоки, эти колодцы, откуда появился этот современный мир. Спасибо. Анна Викторовна. Да, ну, в общем, я думаю, что просто в зале не все читали книгу, да, и мне кажется, было бы очень хорошо, если бы Андрей для зала рассказал вообще, о чем книга, да, потому что... Кстати, да. Да, поэтому давайте мы, наверное, с этого начнем. Ну, давайте. Значит, книжка рассказывает о мальчике. Мальчик 9 лет, его на лето, на короткий период, где-то около месяца, привозят родители к бабушке и дедушке. Бабушка и дедушка живут в заброшенном поселке. Этот, ну как заброшенным, бывший поселок спецпоселенцев, то есть тех ссыльных, репрессированных,
которых сослали сюда, где-то вот в район Коми. И этот поселок, он на краю цивилизации. То есть за ним уже начинается тайга, в этом поселке нет электричества. Ну, вернее, оно есть, но оно там снабжается вот дизельной станцией периодически, да, на какой-то период. И вот, в общем-то, этот поселок, он доживает свое время, то есть те люди, которые там когда-то туда их сослали, приехали, они там остались. И вот одни из оставшихся — это дедушка с бабушкой. Вот. Соответственно, мальчик приезжает туда, он городской мальчик, он никогда толком в деревне не был в таком продолжительном варианте времени, да, и, соответственно, родители уезжают на юга, куда-то там отдыхать и так далее, путевка вот так вот построен художественный замысел, вот, а мальчика отправляют к бабушке с дедушкой. Вот. И вот начинается с того, что мальчик начинает осознавать себя, кто он есть и что он есть, потому что он городской мальчик, попадает в чужую среду. И в этом поселке сосредоточены люди, они разные, они мультикультурные. То есть там есть и корейцы, там есть и литовцы, там есть и евреи, там есть и люди, которые и русские, разные-разные. И каждый из этих, они совершенно с разными мировоззрениями, совершенно разной философией. То есть там есть и христианское всепрощение, есть эстетический такой прагматичный взгляд, есть там и дзен-буддизм. То есть и вот получается маленький мальчик, он в свои 9 лет, когда... Почему 9 лет? Да? Потому что с 9 до 10 у нас переходит фазовый переход. То есть мы перестаем узнавать мир, и мы начинаем его осмыслять. И вот в этот момент фазового перехода он попадает в этот поселок, где сталкивается с совершенно разными типажами, разными архетипами, разными людьми с разным видением мира, концептуально разным. И вот тут у него начинается вот такое путешествие. Путешествие через мировоззрение, через вот эти диалоги, встречи, какие-то поступки, факты и так далее. И происходит его, скажем так, преображение. Вот. Так вот, роман об этом путешествии. Ну и, соответственно, что-то, чем он заканчивается, это вот лучше, наверное, прочесть роман. А вот замысел я вот вам, в общем-то, рассказал. Поэтому вот убираю, как бы снимаю тут первоначальный вопрос, который действительно я должен был рассказать о фабуле романа. Поэтому я обратно передаю слово Анне Викторовне. Да, спасибо большое за поправку. В общем, на самом деле, мне эта книга очень интересна была. Я тоже долго собиралась ее почитать, но тоже там много всего читаешь, и какие-то законы мы больше в последнее время читаем, нормативные акты, и до книг сложно доходят руки. Но у меня дошли руки, и я с удовольствием и запоем прочитала эту книгу, потому что, ну, во-первых, я, как и многие городские дети, все лето проводила лето проводила в Архангельской области в рабочем поселке, очень похожем на то, что описывает Андрей. То есть он как раз в это время начинал уменьшаться, ну, конечно, не настолько маленький, насколько то, что описывает Андрей, но он тоже начинал уменьшаться, и все-таки это рабочий поселок, это не совсем деревня, да, то есть и там вот это вот видно, и я вот представляла себе этим мальчиком Вити, и мне вот когда в процессе чтения, мне было интересно, то есть детские ли это впечатления Андрея, да, то есть он передавал свои впечатления, которые у него были, или придуманный герой, вот Витя, мне вот до сих пор это, кстати, интересно, я так и не задала тебе этот вопрос. То есть это ты или это, в общем, вымышленный персонаж? Ну вот тут ведь какой момент? Каждый писатель, он берет всегда что-то с земли, да, со своих впечатлений. И, естественно, там есть части автобиографические, а части доработанная в соответствии с тем художественным замыслом, который был поставлен. Потому что все-таки задача стояла не написать автобиографическую книжку, а задача была написать художественную книжку. А художественная книжка, она отличается от автобиографии тем, что прежде всего ты опускаешь те детали, которые, может быть, и хороши с точки зрения твоей автобиографии, но они мешают художественному замыслу, да, воплощению. И наоборот, то, что отсутствует, да, но должно доводить до читателя тот смысл, который изначально заложен, она, соответственно, добавляется в роман, поэтому вот он такой вот, я бы сказал, все-таки художественный.
Ну да, и вот продолжая рассказывать, как я его читала, то есть вот в какой-то момент вот там очень много подробностей. Вообще книга, она с большим количеством прилагательных каких-то описаний, то есть она такая цветастая, я бы сказала, если можно такое употребить. Извините, я не литературный критик. Вот. И в какой-то момент я не могла понять, куда это все повернется, да, то есть это был такой довольно долгий заход, и когда мальчик забирается в дом, где он находит такое полуразбитое зеркало, мне казалось, что сейчас это начнется что-то типа фэнтези, мальчик пропадет в этом зеркале и совершенно в другой какой-то мир попадет. В общем, там было несколько, я все ожидала каких-то вот поворотов там в сторону фэнтези или чего-то такого, да, то есть вот ты читаешь, и тебя все это вот держит в каком-то таком, ты ждешь, что будет дальше. То есть, в принципе, мне было очень интересно читать. Я говорю, что это близко к тому, как я проводила лето, и я вот в процессе чтения этого романа, там очень интересные иллюстрации черно-белые, я сравнивала свои какие-то детские впечатления, то есть мне было интересно в том числе и там повторить свои какие-то там впечатления, что-то вспомнить дополнительное, там, впечатление от общения с людьми, потому что точно так же, как и в этом романе, да, то есть там у нас рядом был поселок, который был уже к тому времени пустой, где жили люди, и про них рассказывали, тоже на самом деле у нас полстраны, да, то есть переживали эти вещи, поэтому, в принципе, вот я говорю, мне было очень интересно читать, и он интересно написан, и все время держит тебя в таком вот «что дальше?». Мне было интересно. Спасибо. Ну, наверное, слово я должен сказать, какой-то завершающий на этот вопрос. Но вот Мария Вячеславовна сказала об очень важной вещи, да, в детстве. Это любви, да, когда чувствовал свою любовь не только со стороны бабушки и дедушки, а от всех остальных, да. Вот в детстве есть интересный момент, да, вот где-то, наверное, опять же, да, лет до 9, может, 10, 11, у нас нет страха в детстве. То есть мы ничего не боимся, да. То есть мы двигаемся. И вот это вот очень важный момент. Почему? Потому что мы не боимся что-то познавать, что-то узнавать, спрашивать. Мы ведем себя непосредственно. Да? Это такой вопрос, который затрагивает очень важный момент вот вообще социального устройства, который говорит о том, что в каждом человеке что больше, зла или добра? Так вот, ребенок до 9-10 лет считает, что в человеке априори больше добра. А потом, когда взрослее, он начинает, возможно, менять свою точку зрения. Но вот в этом возрасте добра больше. И в этом смысле это очень важный момент. И здесь вспоминается Достоевский, у него есть воспоминания, очень важные для него и важные для примера. В дневнике писателя он рассказывает о своем случае, когда он был мальчиком, и он попал в лес. И ему почему-то показалось, что за ним гонится волк. И вот он выбежал на опушку, а там стоит такой вот крестьянин, такой весь обросший, такой вот не очень красивый, да, который, в общем-то, ну, такой даже, может быть, страшненький. И он бросается к нему: дяденька, дяденька, спаси, вот за мной волк гонится. Вот. А он, звали его, по-моему, Матвей, да, если так я не ошибаюсь, этого крестьянина. И вот этот Матвей говорит: да ты что, вот, паренек, да, то есть там на своем вот таком вот диалекте крестьянском, таком, я сейчас просто не помню, цитирую, говорю по-русски поэтому. Вот, он говорит: не бойся с тобой, я тебя защищу. Иди спокойно. Если вот сейчас волк придет, я тебя защищу. И Достоевский уходит, да. И вот потом, когда Достоевский попадает на каторгу, и он видит, то есть видит рядом с собой вот этих мужиков, которые туда тоже попали, обросшие, такие неприятные, плохие, тяжелые, вот такого, с тяжелым взглядом, да, может быть, таким где-то обозленным, да, вот на жизнь, на себя, на все остальное. И он вдруг вспоминает этого Матвея. И он понимает, что, возможно, вот в том оборванном, обозленном мужчине, обросшем на каторге, есть тот же самый Матвей. И в нем есть то добро, то есть он тоже может меня защитить. И он говорит: я посмотрел на этого Матвея, он пишет об этом, и я поменял свой взгляд на мир. И мир на каторге у него, у Достоевского, изменился разом. То есть он увидел в людях другое. То есть он увидел в людях больше добра, нежели зла. Хотя изначально, в общем-то, визуальный вид и место, где это происходило, каторга, все-таки не место для уютного отдыха, она настраивала на другой лад.
Так вот, детство очень важный момент, и когда мы видим в людях больше добра, чем зла, это важный момент для нас всех, потом и в будущей нашей жизни. Спасибо. Спасибо. Интересно, да, что у нас немножко разница в возрасте, и мы по-разному воспринимаем. Да? Я ближе, это мое детство, и я поллета проводила тоже в таком поселке Йодва-Ударского района, где тоже была колония. И у меня вот в первую очередь, да, возникли ассоциации с тем временем, очень похоже на то, что происходило со мной там. Вот. И давайте к следующему вопросу. У вас в романе очень много персонажей, все они очень колоритные, у каждого какой-то интересный индивидуальный характер и мировоззрение. Я попрошу даже следующий слайд нам включить. Кстати, художник тоже удивительный. Иллюстрации прям дополняют книгу, очень классные. И вопрос. Насколько актуальны такие персонажи сегодня, как вы думаете? У меня возникло ощущение, что вот жизнь этого поселка — это такая модель мира, более глобального и даже к современному миру применимая модель. А у вас? И я хочу, Григорий Иванович, чтобы первым ответил, поскольку он у нас пишет и о современности, и о прошлом. Но мне вот кажется, что иллюстратор тут, конечно, гениальный товарищ. Мне вообще классные вещи. И галерея портретов замечательная. Я вот здесь уже, когда сидел, пока ждали, смотрел на эти портреты, и знаете, что вспомнил? Вот в Эрмитаже есть зал героев войны 12 года. И там молодые генералы, значит, большой зал. Там даже стихи Пушкина на мраморе. В чертогах царских есть палата, а на ней золотом янтарем богата, а лица полные отваги, там, ну, тарабары, растабары. В общем, и понимаете, я вдруг понял, что те генералы, которые... Я любил эту страницу истории российской про войну 12 года, и многих генералов, и их судьбы знаю до войны и после войны. И удивился я тому, насколько они однолики там все. Вот они все такие, знаете, в стиле классицизма там написаны, такие, ну, все такие правильные, все такие... А они ведь очень разные. Среди тех генералов, которые доблестны были на Бородино, на самом деле есть и злодеи, откровенные злодеи, на совести которых кровь наших солдат, и излишняя в том числе, и кровь декабристов, между прочим. Вот. И это на самом деле нас путает в истории, когда мы видим парадную галерею портретов. И в чем заслуга художника этой книги? В том, что он через портреты нам дал типажи, вот как бы всю социологию современного общества, собственно говоря, да? Если литература, вообще что такое литература? Что за странный предмет мы учим в школе? Литературу ведь мы не изучаем в школе. Вот руку положа на сердце, мы не изучаем в школе литературу, мы изучаем в лучшем случае историю некоторых произведений. А литературу, которую мы читаем, просто читаем, не изучая в школе, мы сами всю жизнь пополняемся знанием человековедения. Вот литература – это человековедение, об этом Лев Толстой говорил, и многие другие там классики. И вот мне кажется, художник очень помог автору в человековедении, вот в этих портретах, в этих рисунках. Насколько они современны, герои? А что значит современные? Вот разве вот эти же лица не могли бы быть в XIX веке? Или, не знаю, в XVI? Могли бы быть. Так в этом-то ведь сильная сторона, а не слабая. Понимаете? Вот. Конечно, они современные. Мы даже не 100 километров, а 20 километров. Да, в Красный Затон давайте поедем, я вас всех найду. Вот их тут. Всех типажей. Да, я хочу сказать, что я читала роман еще до того, как он стал уже книгой, да, то есть первый вариант этого романа, и вот тот, который вышел потом уже в виде издания. Ну, я хочу сказать, что, конечно, книга стала гораздо
интереснее. Но когда я ее увидела с иллюстрациями, которые вот, ну вот они прям в точку. Очень классно, что они именно черно-белые, вот, и действительно очень талантливый художник. Он явно прочитал эту книгу, он поймал суть этих героев, и иллюстрации все очень к месту, очень в правильных местах. Они небольшие, как правило, там буквально несколько крупных иллюстраций, все остальное довольно маленькое. Но они прям вот в точку, именно там, где надо. И самое главное, конечно, я считаю, что такой человек, который умеет через рисунок, черно-белый рисунок, маленький рисунок, передать характер героя, да, и вот какую-то суть, какая-то там в позе, в взгляде, да, в движениях каких-то, ну, то есть вот действительно, ну, я абсолютно с Григорием Ивановичем согласна, он абсолютно попал в тех персонажей, которые описывает Андрей, и он точно абсолютно украсил эту книгу и сделал ее, ну, гораздо такой, читать ее очень приятно, разглядывать иллюстрации приятно, ну, то есть она вот такая вот законченная, она получилась этими черно-белыми рисунками, прям законченной, поэтому вообще художник очень, очень талантливый. Андрей обещал про художника отдельно еще сказать, но попозже. Я не могу сказать, что все персонажи, чьи портреты мы видим на экране, правда, прекрасные портреты, действительно так, встречались мне в жизни. Или когда-то, или сегодня. Но я полагаю, что они есть. Они все есть. И сейчас. Мне очень понравилась девочка Таська. Я так хотела, чтобы у нее сложилось все не так, как у ее братьев. Да, да. Хотелось бы, чтобы с свадьбой, но даже если не со свадьбой, но все-таки лучше, чем у ее братьев. Но автор в нам не завершении оставил книги таких надежд. автор не украсил жизнь этой девочки взрослую, не стал украшать. И очень жаль, девочка-то она такая колоритная, добрая, отзывчивая. А вообще книга хорошо издана. Не только иллюстрации, но она красиво издана, очень добротно. Анна Викторовна, очень красивая получилась книга на хорошей бумаге, очень удачный шрифт, и вообще книга стоит того, чтобы ее брать в руки часто, а не только один раз, чтобы почитать. Спасибо, Мария Вячеславовна. Я, кстати, хочу добавить, хотел это добавить, но забыл. Одна читательница ко мне подошла, говорит: вы знаете, говорит, я вот читала про мальчика, там не только мальчик, там еще девочка есть маленькая, рядом бегала, это я. То есть читательница, она увидела себя маленькой девочкой, да, то есть вот вы напомнили об этом. Да, действительно, я хочу тоже поблагодарить себя Комреспубликанскую типографию. Во-первых, это действительно качественное издание, то есть действительно очень точно подобранная краска, потому что вот эти вот замечательные черно-белые фотографии, они очень важны, чтобы они были именно насыщенно черными, а это достаточно трудоемкие типографские процессы. То, что у нас в республике есть такого уровня типографии, это большая заслуга Анны Викторовны. Да, похлопаем. Вот. Что хочу сказать тоже про персонажей. Да, мне кажется, эти персонажи они актуальны, мы можем их встретить. И вот то, что касается иллюстрации, очень важная вещь. Иллюстрации – это особый вид художественного искусства, потому что иллюстрации, они не должны перетягивать на себя внимание по отношению к тексту. Они должны этот текст поддерживать, да, помогать читателю создать художественный образ у себя в голове, а не перетягивать на себя внимание. Именно даже бывают замечательные иллюстрации, красивые иллюстрации, но они настолько перетягивают внимание, что текст начинает бледнеть. И поэтому вот заслуга художника действительно, что он создал правильные иллюстрации, которые поддерживают мой текст. Зовут его Александр Османов. Вот, это московский художник, член Союза художников Москвы. Вот, поэтому ему большое спасибо. Спасибо. Да. Следующий мой вопрос.
В книге описывается забытый Богом поселок где-то на краю земли. Власть там присутствует лишь пунктиром, да, в виде приезжающего председателя, первого секретаря обкома партии или чего-то там, да, в дом отдыха, который находится в поселке. Почему вы создали такой мир? Ну, давайте я начну и продолжат гости. Вот возвращаемся к первому нашему вопросу, когда мы говорим к теме добра и зла и теме страха, да, то есть вот поселок — это поселок бывшее спецпоселение, да, и люди, которые туда попали, они, в общем-то, были выдернуты из своей обычной жизни, да, ну представьте, вот, допустим, что люди жили где-нибудь в Беларуси, у них был дом, у них была семья, у них был социум, их берут с насиженного места снимают и отправляют далеко-далеко на север. Да? Причем отправляют это не очень, достаточно тяжелый переход, и значительное число людей гибли просто в процессе перехода. Да? То есть, поэтому люди, они, видя одну жизнь, они увидят совершенно другую, оборотную сторону жизни, которая достаточно трагична, которая тяжелая, и они ее видят прямо здесь непосредственно, то есть сталкиваются со смертью, сталкиваются с какими-то, ну, такими не очень приятными вещами в жизни, да, и в какой-то момент они просто теряют страх. Ну, дальше теряют страх. Вот там есть замечательный персонаж, пастух Йоська, у него есть там очень хорошее выражение, говорит, дальше солнце не сошлют. Вот. И они уже не боятся. И вот этот поселок, возвращаясь вот к этому вопросу, очень интересный, потому что он существует вроде как в государстве, но это такое особая, можно сказать, территория, где люди, каждый нашел свою роль в этом мире, каждый занимается тем, что ему хочет, и другие эту роль принимают, и они с этой ролью соглашаются. То есть происходит такая, скажем так, отрыв от того государства, от того дисциплинарного общества, которое присутствовало в то время и, в общем-то, присутствует и сейчас. И в этом смысле люди становятся свободными. И что такое дисциплинарное общество? Дисциплинарное общество, я такую небольшую отсылку сделаю, оно появилось, в общем-то, это 16-17 век, это более чем столетняя война в Европе. Началась она, то есть, с каких-то междоусобных войск, потом переросла в 30-летнюю войну, это католики и протестанты между собой. Это достаточно кроваво, то есть вся Европа воевала друг против друга. Причем воевала с именем Иисуса Христа на устах и вешала, распинала, и что такое не происходило. И вот, когда все это дело, в общем-то, все люди посмотрели, появились в общем-то, мыслители, среди них был английский, это Джон Лок и Томас Гоббс, которые, в общем-то, поменяли парадигму. То есть они сказали, ребята, человек в нем, он эгоистичен, он зол. И мы должны что сделать? Мы должны принять какие-то меры таким образом, чтобы защитить его от самого себя, и плюс, чтобы он работал на всеобщее благо, то есть объединить этих эгоистов, так называемых. И вот появилась концепция, она еще тогда не появилась, ее писали позже, но уже тогда появилась концепция, в общем-то, дисциплинарного общества. Оно сформировано было Вестфальским миром, это очень важный этап. Это 1648 год, Вестфальский мир, который положил миру в Европе и переход от власти суверена, то есть власти государя, к суверенитету государства, то есть появилось государство. То есть и было принято, что государство делает на своей территории все, что хочет. Тогда появилось дисциплинарное общество, то есть появились институты, которые начинают поддерживать выполнение законов. Что это? Это полиция, как бы она тогда ни называлась, там, тайными канцеляриями и так далее. То есть начинает возникать вот этот момент, очень важный. И, естественно, вот эта вот задача была какое? Задача была поставить человека на службу обществу. И если, допустим, до этого момента как наказывали людей? Людей, в общем-то, они должны были искупить свои грехи. То есть их на плаху, потому что ты же искупаешь через плаху и Господу.
А тут поставили по-другому. Путь исправления. То есть мы должны исправлять человека. И тогда появились тюрьмы, тогда появились ссылки, тогда появились каторги. То есть стоит вопрос не уничтожить человека, а заставить его встать на путь, удобный для государства, для его производительных сил, и заставить всех остальных посмотреть и тоже встать на путь государственных сил. И вот это дисциплинарное общество, чем оно еще интересно, то что в какой-то момент государство становится невидимым, а люди начинают контролировать друг друга. Да, то есть такая невидимая власть, да, то есть что ты поступаешь в соответствии с правилами. Да, тут очень так приходят интересные моменты, говорят про Сталина и сталинский период репрессий, и есть вопрос, а кто написал 4 миллиона доносов? Да? Кто написал 4 миллиона доносов? Вот. Так вот, вот это, представьте, этот поселок, который, в общем-то, уже в 20 веке вырывается из этого дисциплинарного общества, невольно вырывается, и власть с этим соглашается. Вот он существует, она даже с ним коммуницирует. Туда приезжает первый секретарь. А почему он туда приезжает? А потому что, там тоже в книге такой момент есть, да, когда он нужно снять галстук, оторваться от того дисциплинарного общества, в котором он есть, в котором он зажат, приехать и почувствовать себя свободным. Потому что если когда была власть суверена, то интерес был управлением телом, то есть человека, то в дисциплинарном обществе государство начинает управлять чем? Свободой. Прежде всего свободой. И вот этот поселок на самом деле, он дал людям, лишив их страха, он дал им свободу. То есть, по сути, вот такой вот поселок, вот он существует, вырванный из дисциплинарного общества. И в этом смысле интересный такой опыт, да, который связан, в общем-то, и с нашим будущим, куда мы двигаемся, потому что сейчас мы находимся в периоде фазового перехода от дисциплинарного общества к другому состоянию. Там есть развилка, то есть есть, скажем так, общество контроля, и мы его видим, ощущаем, да, то есть всеобщего контроля, цифровизации, это тотального контроля, причем здесь сменяется некая парадигма, да, то есть, грубо говоря, появляется такая тема цифрового контроля, цифровизации, то есть кодирования человека, то есть человек перестает быть даже индивидуалистичен, а становится таким, в общем-то, кодом, да. Но есть второе направление, есть так называемый ноосферный проект, который был сформирован Вернадским и Луначарским, которые пытались его реализовать, да. И такой вот момент, связанный с чем, да, вот пример дисциплинарного общества очень интересный. Все знают, что в школе есть оценки. Оценки были введены иезуитами в 17 веке, во второй половине 17 века. Это тоже момент дисциплинарного общества. Стандарты образования, стандарты как бы оценок. Это интеграция концепций, начиная со школьной скамьи. То есть берут школьника, сажают его на парту и говорят, вот это хорошо, это плохо. Вот ты отвечаешь правильно, неправильно. То есть его уже дисциплинируют на самом деле. Я с тобой поспорю твоими же героями. Да, сейчас. Я твоими же героями с тобой. Сейчас. Так вот, возникает такой момент, допустим, да, что вот когда на самом деле большевики пришли к власти в 18 году, так вот этот ноосферный проект, который был заложен, причем заложен даже не большевиками, он был заложен раньше. Был заложен в 2013 году, была комиссия по использованию природных ресурсов и человеческих ресурсов Российской империи, которую возглавлял как раз Вернадский. Вот у него проспект Вернадского есть в Москве назван. Так вот, Луначарский в 2018 году отменяет оценки. А знаете, когда оценки были введены обратно? В 1939-м. То есть, когда произошел разворот обратный от ноосферного проекта, где-то в конце 20-х годов, обратно к дисциплинарному обществу. Причем дисциплинарное общество тотального контроля, тотального террора, по большому счету. То есть это такая жесткая вариант дисциплинарного общества. Вот. Поэтому вот такой поселок интересный, в котором можно посмотреть, как живут персонажи, когда, как они взаимодействуют друг с другом. Да? И, может, кстати, интересно, что момент, что поселок живет гармонично, при том, что все люди разные, они все разного характера, они всегда приятные, всегда хорошие, но эту роль все принимают, как-то взаимодействуют друг с другом. Вот, поэтому вот как-то мои мысли по этому поводу, поэтому Григорию Ивановичу передаю слово, раз он решил пооппонировать. Да, я на самом деле, говорю, буду спорить с тобой даже не сам по себе, а твоими же героями.
Вопрос прозвучал, Замечательно. да, что же управляет этим обществом? Так вот, этим обществом управляет память о Белом береге. Наши мертвые нас не оставят в беде, понимаешь, да? Есть там такой образ власти, как черный ворон, который прилетает. Это око Господне такое, да? Сила традиций, нравственных традиций, вот что управляет обществом. Саморегуляция строится на этом. Безусловно, Да, конечно. и, конечно же, даже кореец, и даже вот этот вот юродивый, да, пастушок, все они есть формы самоуправления. Вот. И глядя на них, так сказать, твоя концепция дисциплинарного общества крошится. То есть твои герои сильнее того, что ты задумал, понимаешь, да? Так это сильная сторона романа, понимаешь? Там не дисциплинарное общество, там как раз поселок, он не дисциплинарное общество. Почему? Потому что люди там... И вот, нет, здесь я что хотел сказать, что здесь, смотри, здесь отступает и первая твоя парадигма, и вторая. Знаешь почему? Потому что на первое место выходит выживаемость за счет силы традиций, за счет вот именно нравственного императива, вот, связанного с памятью о Белом береге. и так далее. Конечно. Там еще возникает другой момент, то, что люди все понимают о том, что каждый член из этого общества, он необходим, какой бы он ни был. Там вот есть Колян, да, вот он Колян такой вот человек, который, в общем-то, алкоголик, завистник, такой не очень хороший и так далее. Да, неудачник. Но там есть такой эпизод, когда он пьяно сидит около колодца, да, к нему там дед подходит, да, и он ведь его не унижает, по сути, по большому счету, он его жалеет, да, он его сочувствует, потому что Колян, он тоже часть общества, потому что уберите Коляна, кто-то будет на его место Коляном. То есть у нас должен быть люди, которые имеют, скажем так, определенный негатив, как негативный пример, да, который оттягивает на себя вот этот вот негатив в обществе, да, условно говоря. Потому что иначе мы найдем другую роль. Да, и на обязательно самом найдем деле, кого-нибудь на его роль. Да и на самом деле поселок за свою историю видел много таких Колянов. На самом деле кладбище, вот этот Белый берег, он видел таких Колянов 50 тысяч с хвостиком, потому что все мы куплены дорогой ценой, да? Ценой ошибок, ценой греха, ценой всего. Вот. И поэтому здесь-то что позволяет, вот то, что они возрастные все, да, позволяет философски взглянуть, как бы ретро-взгляд, да, взгляд в обратной перспективе. И это позволяет нам взглянуть на это спокойнее. Если бы, я говорю, вот когда я в своих книгах выписываю этих же персонажей, на 15 лет моложе, там страсти еще, искры летят еще вовсю, да, еще кипит все. Вот. Но, в принципе, как бы, вот это вот тот самый механизм, о котором вы спрашиваете, да, что саморегулирует, что остается невидимой властью этого общества. Там, кстати, вот еще такой один момент, когда в романе, кто его читал, там происходит сдвиг, да, то есть сдвиг когда происходит, когда вдруг умирает кореец, и Колян со Спиридоновной, там вот эта вот, которая хозяйка свинарника, которая такая прагматичная, жесткая и так далее, она погибает. И общество начинает рушиться. Общество начинает рушиться, оно еще приходит на этап перемен, приходит, вот эта вот гармония начинает разрушаться, потому что туда что появляется? Начинается появляться приход чужих концепций, которые вирусные, которые начинают заражать, это и материалистичность такая вот уже другого плана, по большому счету, в виде его там отца-племянников, который захватывает там этот свинарник. Вот, это приходит на место Коляна товарищ, который по большому счету является уголовником, да, то есть совершенно другой философии, да, и вот общество начинает трансформироваться. Тут есть такой элемент, ну, скажем так, отсылки к тем изменениям, которые у нас произошли, в общем-то, в этапе перестройки. Да, вот. Все проще, все в книге интереснее. Книги столь наукообразны. Ну, я пытаюсь немножко чуть-чуть дать контекст. Да, приподнять. Анна Викторовна. Вообще, вот Мария Вячеславовна уже сказала, кто ей больше всех запомнился. А вам кто запомнился из героев и почему? И Анне, и Григорию Ивановичу. Ну вот, собственно говоря, хозяйка свинарника очень такая вот, она, как бы сказать, такая колоритная, да, она колоритная, и первоначально, когда Витя с бабушкой к ней приходят, то есть вот его впечатления, они вот так ее описывают, ну действительно, и свинюшки даже подверглись такому интересному описанию, да, как они там на берегу там лежат. В общем, на самом деле, мне кажется, что вот хозяйка свинарника, она там самый колоритный персонаж. Вот на самом деле. Вот. И Андрей прав, да, что вот с момента, когда она погибает, да, дальше, в общем, действительно идет разрушение. То есть, казалось бы, и так, в общем, жизнь у них не сладкая, да, то есть и так у них, в общем,
ну, не сильно они хорошо живут, но вот какая-то стабильность была, и эта стабильность рушится. Там гармоничность некая была, да, то есть все равно при том, что там была достаточно сложная, жизнь вообще сложная штука, да, но гармоничность была. Вот эта гармония, она вдруг начинает рушиться, да, это очень важный момент на самом деле, и рушится она за счет как раз вот этих вот моментов, да. Кстати, вот по поводу момента, что там вот есть приезд секретаря, вот очень хороший эпизод там есть, когда он отдохнул, и потом на следующее утро его машина увозит, вот он едет, да, вот, кстати, вот убрали это, там есть такой кот очень интересный. Да, там есть такой кот очень интересный, симпатичный. Он привез его главный герой с собой. И вот он видит этого кота, сидящего на столбе. Он говорит, это говорит, кто? Говорит, да, это говорит, кот, да. То есть, говорит, он говорит, вообще говорит, ничего не боится. И, говорит, ну, сидит, говорит, ничего не боится. Так, говорит, вообще, говорит, здесь все распоясались, говорит, страх потеряли. Вот это вот, вообще вы здесь распоясались, страх потеряли, да, она как раз вот о том, чем я говорю. То есть в поселке даже кот потерял страх. То есть они уже не боятся. И через вот это вот отсутствие страха они приобретают элемент свободы. Сидеть и смотреть спокойно, как мимо проезжает машина с секретарем. Ну, право, да. Он говорит, и он там еще такой момент есть, он говорит, да тут, говорит, все здесь хозяева, говорит, и кот тоже. Григорий Иванович. Я соглашусь с Марией Вячеславовной. Наверное, вот одни из таких ярких, трогательных персонажей – это вот Таська. Потом мне очень понравился герой, который реконструировал старую технику, паровые там эти вот. Потому что мне это тоже знакомо. Я знал такую, правда, женщину. Представляете, была такая Клавдия у нас на Вымитом в деревне, такая громбаба, которая умела паровой трактор заводить. Это очень тяжело, я вас уверяю, это очень тяжело. Вот. Ну, а то, что вообще люди, находясь в тайге, не потеряли вкус к жизни, и вот как они внимательно к каждой мелочи там, да, относятся. Вот спасибо за детали, Андрей, особое спасибо за детали. Вот и как правильно сказала вот Анна Викторовна, книжка. Почему это литература? И почему это хорошая литература? Потому что, вы знаете, потому что здесь есть все, запахи, звуки, есть тактильные ощущения, есть такое хорошее художественное проникновение, сделано очень хорошо. Сделано хорошо. Это хороший литературный текст. Мария Вячеславовна. Я сегодня вторю Григорию Спичаку. Возвращаюсь еще раз к вашим словам про то, что Белый берег – традиция. Действительно, не зря же книга называется «Дорога к Белому берегу». Вся жизнь – это дорога к Белому берегу. И я опять параллель делаю названных уже 3 авторов. Федор Абрамов. Нравственные ценности, внутренние сомнения, тяжелые характеры, сложное время. Но нравственность, вот, несмотря ни на какие испытания, она сохраняется. Традиции семьи, крепость деревни, сила труда, тяжелого, изнуряющего физического труда. Андрей. Сила традиций. Бабушка, дедушка, всю жизнь рядом, всю жизнь вместе. Она белоруска, он немец, не просто немец, а не успевший ни один раз выстрелить, но все-таки стоявший с немецкой свастикой, Гитлер-Югент, можно сказать, когда-то. Слава Богу, не успевший выстрелить. И как они сумели сохранить нравственность, ту, которую вместе обрели, когда встретились, когда так сложилась их жизнь. И своих детей воспитать, и сына похоронить, потому что он, младший их сын, отдал жизнь, спасая людей. И внукам ненавязчиво и как-то незаметно вот эти ценности, вот эти традиции передавать не словами, а общим проживанием той жизни, того времени, которое
постоянно куда-то уворачивает, постоянно куда-то уводит это время, то сжимается, то расширяется. Вот такое время живое в этом романе. И Петр Столповский про Горемыку, ФЗУшника, «Дорога стального цвета», который 6 дней всего длится история этого ФЗУшника, но это столько персонажей, это столько событий и столько негатива, и тяжелых очень обстоятельств этого мальчика, тоже мальчик, но только чуть-чуть постарше. И в конце вопрос главный. Так все-таки, вот пройдя через бедолага, пройдя через такие испытания, не дай Бог никому, спрашивает его новый, случайный, взрослый человек, а все-таки вот кого больше, добрых людей или злых? Да ему одни злые только встретились в эти 6 дней по пути, почти одни только злые. А мальчик говорит: ершистый, трудный, исключенный отовсюду мальчик, никому не нужный, добрых, все же добрых. Вот это те нравственные ценности, которые такая литература в нас сохраняет, воспитывает. Спасибо еще раз. Вот как раз момент, связанный вот о том, о чем я говорил, то есть это вот такой базовый антропологический признак, да, который говорит о том, что одни видят в людях больше зла, другие люди больше добра, да, и это прям принципиальная вещь, да, которая, в общем-то, дает нам возможность выхода, да, то есть вот человеческого, да, выхода и к такому, не боюсь там немножко пафоса, к какому-то светлому будущему, да, потому что именно через это, да, есть и, в общем-то, просветление, да, преображение, да, может быть, и спасение. Спасибо. Да, и у меня, спасибо большое, у меня финальный вопрос. Вот вы говорите про силу традиций, а в этом поселке собраны люди разных национальностей, разных конфессий, разных мировоззрений. И как это влияет на развитие личности? Ко всем. Я напоследок хотела, чтобы больше уже слова не брать. Сейчас страничку откроем нужную. Хорошо? Процитировать автора? Один абзац буквально прочитать из книги. Мне кажется, он очень многое из этой книги в одном абзаце выражает. Андрей выражает очень многое из этой книги в одном абзаце. Случайный. 444 страница, поэтому я не забуду. Витя, то есть главный персонаж романа, Витя вдруг ощутил внутри необычный покой и умиротворение. Не хотелось ничего говорить, лишь просто сидеть и слушать воцарившуюся тишину. Казалось, нечто потустороннее собрало сейчас в маленьком тесном предбаннике в одной точке времени и пространства сразу 3 поколения, заставив их сбросить с себя все временное, суетное, очистить себя от налипшей грязи и шлака, оставив им лишь то, что действительно принадлежит человеку от рождения. И снова почувствовалось, как в парной дымке закружилось, замедлилось и застыло время. Не было ни прошлого, ни будущего, а лишь неделимое настоящее и соединившееся в едином непрерывном дыхании и размеренном биении сердец человеческие жизни. «Хорошо!» – расслабленно протянул Витин папа, нарушая безмолвие. «Ну, остыли? Пора и попариться!» – скомандовал дед, вставая. Спасибо. Здорово. Ну, в книге чем живут все герои? Да? Трудом, взаимопомощью, тем, что задумываются о прошлом и будущем. Да? Вот. А мне кажется, что вот это вот и есть главное, что людей делает людьми-то, да? Уберечь бы душу живу.
То есть не только материальные ценности важны, важны правила, так сказать, не делай ближнему того, что не хочешь, чтобы тебе сделали там, да. То есть старые христианские нормы, старые нравственные нормы, и даже кореец в своем безмолвии, в дзене в своем, он тоже совершенно иначе слышит звон тишины, да, и звон листвы и так далее. И не случайно на него, как на человека безобидного, по-хорошему ориентируется село, которое, казалось бы, христианское, да, далекое от восточных созерцаний его. Вот. И мне кажется, это... Я ведь не случайно сказал про око Господне, этого ворона и дорогу к Белому берегу, потому что это и есть... Вот его не видно, его потрогать невозможно, да? А это и есть та самая нравственная парадигма, от которой не убежишь, которая чувствуется. И вот Андрею удалось через героев, через образы эти удалось сшить этот момент очень хорошо, качественно. Молодец. Спасибо. На самом деле, вот вы говорите, как они оказывают друг на друга влияние. Ну, во-первых, они очень терпимо относятся друг к другу, да, то есть они понимают и принимают каждого со своими вот особенностями. Там у каждого есть свои особенности. Они каждый прожил какую-то свою жизнь до того, как попасть в это место, да, то есть у них есть какие-то вот свои истории, но они очень, ну, в общем-то, я не знаю, как... И мои бабушка и дедушка были очень такими, скажем, не то, что там тебя обнимают и целуют бесконечно, да, то есть они сдержанные. То поколение, оно было с очень большой своей историей, которая их приучила к такой более сдержанности, нет такого напоказ чувств каких-то, да, но они друг друга принимают, и у них, в общем-то, мир и покой, да, то есть вот до того, как начали происходить какие-то события, да, то есть при этом они понимают про своего соседа, соседку, в общем-то, все, и принимают таким, каким есть и Коляна, и всех, кто кругом, принимают те обстоятельства, в которых они находятся, и гармонично живут в этом, да, то есть им, в общем-то, гармонично, то есть они к этому привыкли, и понимая, принимая, переживя вот этот весь опыт и до этого поселка, и в нем, да, то есть они принимают эту ситуацию, поэтому там, в общем-то, мир и покой, да, то есть вот такой вот, несмотря на разношерстную публику, скажем так, которая там присутствует. Мне кажется, это наш, перебила, мне кажется, это наш такой северный менталитет, да, любить, но на расстоянии. Сдержанно, да. Расстояние, да, вот южное и северное, оно немножко отличается. Тут вот хотел добавить такой момент, вот как раз затронуть все-таки тему мультикультурности и очень важной особенности. Дело в том, что, верну опять немножко контекста, такого очень более серьезного, да, то есть несколько, в общем-то, есть сейчас 4 парадигмы, да, отношения, да, вот, скажем так, первая — это мифологическая парадигма, которая у нас сформировалась где-то лет 600 до нашей эры, до нашей эры, все правильно, да, до рождения Христа. Это греческие философы, которые говорили о том, что есть боги, вот у них есть, у богов есть сыновья, дочери, которые пожрали своих богов, вот, и так далее, и так далее. И вот потом дошло до человека и так далее. То есть это, в общем-то, такая первая тема, да, то есть древняя мифология. Вторая тема — это у нас есть такой философ Платон, его ученик Аристотель, которые, в общем-то, сказали, что изначально, вообще-то, на самом деле, фундаментальный мир, он нематериален, он — это мир идей, да, и мы вот эти идеи, они оттуда уже мы забираем, да, и здесь как бы реализуем, да, в общем-то. Вторая эта тема была христианство, да, Бог, тема единого Бога, да, то есть что Бог Творец. Раз Бог Творец, то, в общем-то, мир, он, скажем так, может вернуться к Нему. Мы созданы по образу и подобию Бога, значит, мы Бог познаваем, да, и можем стремиться к его познанию, да. Отсюда возникает фундаментальная наука, да, какие-то гуманитарные вещи и так далее. Вот. Ну и четвертое, это уже очень более позднее, да, это тема физикализма, так называемый, это атеизм, да, то есть, который говорит, что мир сам по себе материален, вот он есть, как он есть, да, мы его можем изучать, и надо что-то выдумывать, да. Вот. Так вот, в романе очень разные типажи, там, Спиридонова можно отнести к атеистической теме, вот такой прагматической, допустим, там, кореец, он, в общем-то, дзен-буддизм такой тоже своеобразный, мифологический, да, то есть там
Вот, там Йоська, пастух, это вообще такое соединение христианского всепрощения с миром духов, кабалой, да, то есть он, прежде чем в лес зайти, он сначала палку кинет, а разрешает ему в лес зайти или не разрешает, да, условно говоря. Вот. И вот когда человек попадает в такое интересное сообщество, в котором присутствованы совершенно разные мировоззрения, совершенно разные культуры, совершенно разными фундаментальными видениями мира, да, он начинает задумываться, а вообще мир-то какой, а кто я, а где я, а что я делаю и зачем я делаю, да, то есть начинает искать свое место, и в этом смысле роман Толстого и об этом, да, ведь о Белом береге как теме возвращения, по большому счету, к тому берегу, то есть возвращение через воспоминания, да, то есть возвращение к Белому берегу как к моменту истины, да, это первое. И второе, здесь есть отсылка к такой интересной вещи. Есть старинная исландская пословица «белый, белый, белый день». Она так и звучит. Она говорит о том, что зимой, когда небо сливается с землей, то есть небо белое, земля белая, то к нам приходят мертвые, и мы с ними разговариваем. И вот здесь тема как раз возврата туда, возврата такого, условно говоря, в коридоры памяти, и из этих коридоров памяти там встают наши мертвые, которые с нами разговаривают. Ведь, по сути, вы же помните, у всех есть какие-то родные, которые от нас уже сейчас ушли, но они до сих пор в нас живы, потому что, почему? Потому что мы продолжаем с ними иногда мысленный диалог. И вот это очень важно. Спасибо. У меня вопросы по дискуссии нашей закончились. Есть вопросы в зале? У нас Елена Я прошу не подойдет. стесняться, задавайте. Можно я пока идет Елена к вам с микрофоном, я задам свой глупый вопрос. Но сначала не к Андрею, а к вам. Да? Вы тоже читали роман. Я хочу сказать, что для меня какие-то герои со знаком плюс, да, какие-то герои со знаком минус, я не поняла корейца. А вот как вы? С каким знаком хотите услышать? Ну, с каким знаком? Объяснить мне, может, почему? Григорьевич. Для меня он, как говорится, однозначно с положительным знаком, уже хотя бы потому, что человек всю жизнь в безнадежных условиях занимался главным. Занимался своей душой, занимался своим сознанием, не вредил людям. Больше того, не был навязчивым, но был, как мы вдруг обнаруживаем, в чем-то примером, правда? Но это однозначно положительный герой, хоть и иноверец. Вы знаете, у Иоанна Кронштадтского когда-то спросили, а что ж такие православные, все такие хорошие, остальные не спасутся, что ли? Иоанн Кронштадтский очень удивился и сказал, как не спасутся? Конечно, спасутся. Все, кто умеет любить и кто исполнил закон. Вот и все. Спасибо. Мне просто показалось, что он в книге только ждал чего-то и не дождался. А можно ничего не говорить. Вы знаете, вот как-то в исламе были в свое время суфии. Вот они, суфии, что делали? Такие бродяги, проповедники, которые ходили и вот... суфии, да, ну суфии, да, перепутал с дервишами. И вот их приглашали, этих суфиев, в дом, и знаете, чем хорош был, как они определяли, хорош был суфий или нет, который, вот он придет, сядет и помолчит. Вот если он ушел, стало хорошо, значит он правильный суфий. А если он пришел, поел, много поговорил, а аура не улучшилась, то, в общем-то, это плохой суфий. Вот можно сказать, что в неком смысле кореец какой-то суфий, да? Вот здесь, знаете, вот можно обобщить два вопроса. Последний твой монолог, не этот, а предпоследний, да? И ваш вопрос. Вот действительно, как среди всяких культур, среди всего прочего этого, что происходит с мальчиком и происходит с читателем? Вот понимаете, у нас у всех есть вопросы к жизни, к Богу, к себе там, да? Вот в такой ситуации мальчик обнаруживает, что есть Google, да? Но, может быть, потребуется вся жизнь, чтобы правильно задать вопрос этому Google. Понимаете? Но самое главное, что мы обнаруживаем, что есть Google. Да, кстати, это очень важно. То есть важно, чтобы получить правильный ответ, нужно правильно задать вопрос. Тот, кто правильно задает, а иногда, чтобы ты мог задать этот правильный вопрос, ты должен увидеть того, кто тебе позволит этот правильный вопрос задать. Иногда молчание золото в данном случае. Да, спасибо. Угу. Да.
Спасибо за предоставленное слово. Во-первых, это очень живая дискуссия, которая час 15 пролетели совершенно незаметно. То есть на одном дыхании. Интересно следить за вашей мыслью, перекличкой идей. Вот позвольте, и ассоциации у меня, и потом вопрос. Во-первых, Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Там есть один сказ о такой заброшенной деревне, где и урядник им ни черт, ни сват, и немецкий никогда управляющий до них не доедет. И они живут своим законом, своей общиной, да, по старшинству, кого уважают, кто-то там пройдоха, кто-то вор, пьяница и так далее. Но все они объединены, вот это один мир, тот самый мир, который у Толстого, вы знаете, с точкой, с буквой «Ай», да, например. А вторая ассоциация, есть такой народник, химик и русский помещик, он жил в XIX веке, Александр Николаевич Энгельгард. Так вот, он написал 12 писем из деревни, которые советовали в отечественных записках прочесть любому образованному человеку. И вот он рассказывает о том, как постепенно крестьянин или нищает, или наоборот превращается в твердого такого кулака, тогда уже это слово существовало. И, что интересно, семейная, то есть семья из 5 сыновей и стариков разваливается, когда уходят старики. То есть вот эта память, традиция, которая держит еще следующее поколение, она обязательно связывает, да, людей. И я думаю, что ничье детство, как вы сказали, не будет счастливым без дедушек и бабушек. А вопрос такой, я только начала читать книгу, она очень кинематографична. Есть ли у вас планы попробовать сделать из нее сценарий? Ну, сейчас есть, скажем так, до сценария, да, она кинематографична, да. Ну, немножко секрет небольшой раскрою. Сейчас один композитор, член Союза композиторов России, работает над большом музыкальном произведении как раз на основе этой книги, потому что, ну, книжка, она не только кинематографична, но она еще и имеет некую музыкальность. Почему она имеет некую музыкальность? Потому что там есть характеры, у каждого из этих характеров есть своя тональность, своя музыка. И вот это человека, в общем-то, впечатлило. Он говорит, мне интересно создать вот эту вот композицию, вот этой многотональности, да, вот это вот путешествие главного героя сквозь разные музыкальные, вот, скажем так, ну, темы других людей, характер, которые выражены через музыку. Вот этот план точно есть, и я думаю, что, надеюсь, в ближайший год он осуществится. Спасибо. Интересно будет, да, послушать. Еще вопросы? А дедушка с бабушкой похожи на иллюстрациях, на родных деда? Ну, почти. Да, добрый вечер. Спасибо за такую беседу, очень насыщенную. Хотелось бы вернуться к философии. Мы затронули материализм, и у Маркса есть слова такие: «Бытие определяет сознание». Я понимаю, в каком, чем питалось ваше сознание, когда вы писали эту книгу, в том числе, вот, наверное, 90-е годы, вот этот либеральный переворот, там, когда вот были вот эти все изменения, там, например, Солженицын, там, вот чуть раньше, да. И сейчас мы приходим к тому, что вы, как автор, уже с большой буквы такой, уже сами можете определять сознание своих читателей. Я услышал разные мнения, что вкладывали, вот по мнению наших спикеров, вы в свою книгу, но что же вы хотели бы вложить, какую идею, мысль, может быть, в будущие книги, чтобы воспитать наших людей, наше общество? Что? Много вопросов, да, в одном. Давайте начнем с конца, да, по поводу элемента идей, да. Вот самая главная идея, наверное, здесь заключается в том, что человеку должен быть предоставлен выбор. Человек должен идти самостоятельным путем. И это и есть его путь, который определит, в общем-то, его полноценную и, может даже сказать, счастливую жизнь.
потому что когда человек выбирает то, что он хочет, то, что ему нравится, а для этого он должен освободиться от клише, от концепций, которые ему внедряют. А концепция — это такая вещь заразная, она нас преследует, начиная с детского садика. Клише, концепции, идеи, идеологии, которые нам говорят, это хорошо, это плохо. Вот. И вот это была попытка как раз об этом реализовать в этой книжке. Да? Надеюсь, мы будем двигаться дальше и дальше развивать эту тему. То, что касается бытия определения сознания, что впечатляло. Тут ведь, понимаете, вопрос заключается в том, что происходят определенные, у каждого человека есть определенные тоже ведь этапы жизни, да, то есть происходит переход в количество качества, да, и в какой-то момент ты начинаешь задавать вопрос, опять же, о том, что я говорю, кто я, где я, что я делаю и зачем, да, и когда задавая вопрос, ты начинаешь говорить, окей, давайте посмотрим это с другой стороны, как это передать в художественной форме и дать возможность и читателю задать этот вопрос, другим задать этот вопрос прежде всего. Это и есть возврат. То есть, потому что, смотрите, вот в книжке, если кто читал, там нет ответа, что такое хорошо, что такое плохо, там нет этой дидактики, навязчивости. Да? Вы сами определяете. Ну, кто-то хочет быстро, если читали, это пастух такой, который идет, у него там христианское всепрощение, он такой почти юродивый, да, в общем-то, такой бессеребренник, да. А кто-то может быть, там есть хороший персонаж Михалыч, да. Там, кстати, есть тоже ученый, между прочим, да, который тоже немножко потерялся в поиске истины, да, но это тоже путь. Это тоже путь. Там все персонажи, в общем-то, олицетворяют такой некий путь. Да, и не обязательно вы можете взять, выбрать конкретно. Можно пойти между двумя, можно пойти с двумя. То есть здесь у каждого свой выбор. Выбор — это главное. Возможность человеку выбирать. Но выбор он может делать только тогда, когда он поймет, кто он сам. То есть ему нужно с самим собой поговорить. Услышать то призвание, которому он готов посвятить. А здесь очень простой момент, на самом деле, как определить это призвание. А призвание можно определить просто. Вот тем, чем вы готовы заниматься 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, и никто вас не будет заставлять, это и есть ваше призвание. И не бойтесь ему следовать. Оно честное. Спасибо. Так бывает? Бывает. Все, спасибо большое. Есть еще вопросы? Не стесняйтесь, пользуйтесь моментом. У нас такие гости шикарные. Вы можете задать вопрос как по книге, так и не по книге. У нас есть писатель, у нас есть предприниматель, руководитель большого коллектива, у нас есть общественный деятель. Я думаю, что просто, я думаю, что лично хотят пообщаться, не всегда вопросы задают так что... Я просто подбадриваю. Лично пообщаться тоже можно будет, можно приобрести книгу и получить автограф. Я хочу сказать, что мне захотелось даже перечитать кое-какие моменты, услышав ваши оценки, сравнить со своими, может быть, я что-то упустила. Спасибо вам за такую дискуссию. И у нас есть еще, наверное, в зале, есть у нас в зале победитель нашего розыгрыша? Есть. Да, у нас Наталья Витошкина задала, по мнению Андрея, лучший вопрос в группе ВКонтакте. Мы делали такой розыгрыш, лучший вопрос автору. Подходите, забирайте книгу. Подходите, забирайте. Фото вместе надо. И давайте вместе сделаем фотографию. Наталья, какой был вопрос? Какой был вопрос? Два вопроса я помню, ага. да. Один, по-моему, тяжело ли быть писателем, или я неправильно формулирую? Ответственность писателя. И второй был вопрос, связанный, надо ли продолжать писать, по-моему, да? Да. То есть очень... Надо ли продолжать писать, если тебя раскритиковали? Что сейчас? Второй. Да. Ответ, да. Надо быть, продолжать ли писать, если тебе сказали, что писать не надо. И вот, да. Так вот, я ответил на этот вопрос там ВКонтакте, я отвечу сейчас на публике. Ведь в чем смысл, да? Вы пишете для самого себя прежде всего. Если вы не пишете это на публику для зарабатывания денег, вы пишете для самого себя. Это ваш разговор с самим собой. И говорить о том, что вот давайте я вам перестану писать, да, вот не надо писать больше.
Это значит немножко человека лишить права на возможности, на разговор с самим собой, на возможность себя реализовать. На самом деле, там была такая тоже дискуссия ВКонтакте, говорит, а вот как, если вот у человека там, есть же там музыканты, у которых там слуха нет? Да, есть. Потому что в этом смысле неравноправны, да, то есть, потому что если у человека нет слуха, извините, к сожалению, это физический недостаток, да, то есть он, или если нет у него ног, да, там, или рук, условно говоря, он не может быть полноценным. Но в части разума, извините, мы все равны. Просто вопрос в том, что хотим мы дальше свой разум развивать или нет. Вот нейронно-аксонные связи создаются до самого смерти, поэтому не бойтесь развивать свой мозг. То есть они очень-очень сильно работают и отмирают, когда вы ими не пользуетесь. Поэтому, скажем так, творчество, да, любое, да, особенно вот интеллектуальное творчество, связанное с написанием текстов, оно вас возвышает, оно вас приподнимает. Это очень большая работа, прежде всего, с самим собой. И когда говорят, не пишите, да пишите стол. Потом придет время, может быть, вы начнете писать так, как другие вам будут завидовать. Хочется еще спросить, а судьи кто? Да? Потому что Джоан Роулинг отказали 15, по-моему, издательств, прежде чем напечатала одно небольшое. Но я даже здесь больше могу сказать. Вот есть такой момент, что есть некоторые люди, которые опережают свое время. Возьмите Ван Гога. Ведь он, когда пришел со своим, в общем-то, импрессионизмом, да, он не продал ни одной картины. Вот он продал 2 картины, и то с помощью брата своего Тео, который ему помог их продать. Извините, он просто опередил. Он просто опередил. Его академики классики в Париже гнобили как могли. Говорили, что это за мазня, что ты рисуешь вообще? Ты вообще здесь не можешь рисовать, ты не умеешь рисовать и так далее. Извините, а сейчас кто помнит этих классиков, академиков? Никто, кроме узких специалистов, их никто не помнит. А Ван Гога помнит, извиняюсь, если не знает визуально, то знает каждый, по-моему, даже маленький ребенок уже знает, кто такой Ван Гог. Ван Гог художник. Какой? Не помню, но не знаю. Вот, пожалуйста. Таких примеров очень много, кстати говоря. И, кстати, вот еще один момент, пример по поводу писать. Все знают, 2 художника есть очень интересные. Один интересный художник — это Гоген, он был успешным брокером. Вот. И он в достаточно поздном возрасте пошел рисовать. В какой-то момент он понял, он был очень успешным. У него была семья, у него была шикарная квартира в Париже, дорогие там лошади и так далее. То есть все, он жил очень благополучной жизнью. В какой-то момент ему все это надоело. Он пошел рисовать. Да, конечно, его материальное положение сильно пошатнулось, причем сильно-сильно под гору. Но в итоге что он сделал? Он уехал на Таити. Да, правильно, или Гаити, или Таити, по-моему, да. Вот, и рисовал там, да, жил в кибитке там с этими таитянками и так далее, но на сегодняшний день это, извините, топ-20, наверное, художников, признанных всем миром, да, которые, в общем-то, пожертвовали, потому что художник — это не только талант, это еще труд и судьба, и любой человек это может принять. А второй художник — это Руссо. Руссо — это был таможенником, он вообще не умел рисовать, но он умел работать с образом. Что отличает творчество от нетворчества вообще? Или искусство от неискусства? Это умение работать с образом. Настоящий художник, он работает с образом. Вы не смотрите на картину, которая плохо написана, посмотрите, а художник передал вам эмоцию, образ и так далее. Значит, он творец, значит, он художник настоящий. А можно красиво написать, но это будет декоративное искусство, не более того. И вот этот Авраам Руссо, вы его найдете, он, в общем-то, был основателем наивного искусства. Вот если вы посмотрите картины, он скажет, я так же нарисую. Но он смог передать эмоцию и образ вот в этих заложенных картинах, портретах и так далее, хотя они очень наивны. Это вот основатель наивного искусства. Вот, пожалуйста, вам. Причем он начал это дело вообще очень поздно, чуть ли там не в 50 лет, там, или даже очень даже поздно. То есть к тому времени уже, в общем-то, не занимает. И третий пример, сейчас вспомнилось, недавно смотрел, в Англии живет женщина, ей за 70, далеко, там 75 или 76, что-то такое. Она решила учить русский язык. Представляете? Так вот, она уже перевела Пушкина и Лермонтова, там еще пару классиков на русский язык, и мало того, что перевела, ее издали.
То есть она настолько идеально выучила русский язык, ну, мы понимаем, что, может быть, это сложно, но, по крайней мере, перед собой задачу заставила, честно и хвала. Решила взять и выучить русский язык в 76 лет. Ну, кто из нас там, вот, кого вы возьмете, кто может такое? Поэтому, вот, пожалуйста, никаких границ, на самом деле, никаких нет. Если у вас нет физического какого-то препятствия чем-то заниматься, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, если вопросов больше нет, совместное фото на память. Подходите за книгами, подходите за автографами. Мы еще здесь.